Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Репрессированы были видные деятели науки и культуры: Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беймбет Майлин, Турар Рыскулов и многие-многие другие. И среди них Алихан Бөкейханов. В этом году мы отмечаем 155 лет со дня рождения Алихана Бөкейханова, государственного деятеля, ученого и талантливого публициста. Это великий сын нашего народа, написал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Алихан Бөкейханов родился в Такыраунской области Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Бөкейханов – потомок династии Чингисхана. В юности выучился на сапожника, потом окончил лесотехнический институт в Санкт-Петербурге. В годы революции вместе с соратниками выступил за образование казахской автономии. В стране появилась партия Алаш, а позже Алашская автономия, премьер-министром которой он стал. Его умение убеждать помогло сохранить целостность территорий казахских земель после революции. Он смог объединить миллионы казахов вокруг идеи Алаш. С начала XX века до распуска правительства в Алаш-Орде он находился в центре борьбы за интересы нации. Просуществовала партия Бөкейханова недолго. После 20-х годов желавшего демократических перемен Бөкейханова отправили в ссылку. В Москве он провел последние годы жизни. Но и под арестом он продолжал писать о своем видении политического устройства Казахстана. 27 сентября 1937 года Алихан Бөкейханов был арестован и в тот же день приговорен к смертной казни в Москве в возрасте 71 года по ложному обвинению. Он похоронен на Донском кладбище в Москве. Здесь похоронены не только герои казахского народа, но и люди других национальностей. В этом году исполняется 30-я годовщина независимости Казахстана. Это то, чего не мог предвидеть Алихан Бөкейханов. Имя Бөкейханова увековечено в Музее жертв политических репрессий в Алматинской области. Историки говорят, вклад Бөкейханова в развитие Казахстана неоценим. Пример тому – современная Конституция Казахстана. Она олицетворяет идеалы свободы и равноправия, которые предлагал казахский лидер начала XX века. Движение Алаш стало предвестником независимости Казахстана. Многие аспекты деятельности Алаша все еще не раскрыты в контексте восстановления исторической справедливости, обеспечения информированности широкой общественности и в целом исторического значения для современного Казахстана. И это та задача, которая стоит перед учеными-историками. Алихан Бөкейханов внес вклад в развитие не только казахского общества, но и политической и социальной мысли тюркского мира. Черниговская сельская библиотека приглашает своих читателей познакомиться с литературой об Алихане Бөкейханове и его трудами на выставке «Память во имя будущего».